менде не Гүлнара Мақташанова тұр. Мгм. Ойбай. Коллеги, еще несколько минут ждем. Представьтесь, имена, запишите себя. Микрофон өшірдіңіз бе? Здравствуйте. Коллеги, здравствуйте. Добрый день. По-моему, все, да? Подключились, подписались. Асем Сайлюбиковна, нас слышно хорошо? Отлично, я вас отлично слышу. Всё. Есть еще, которые будут подключаться, да? Здравствуйте. Коллеги, понимаем, многие через телефон подключились, но будьте добры, имена запишите, представьте, чтобы мы знали. Коллеги, дайте ответ, обратную связь. Все ли слышите, все ли видите, чтобы мы уже могли начать. Да, Все вас видно, хорошо все слышно, слышно. хорошо видно. Угу. Да. Всё Добрый хорошо день. слышно. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Всем удачного дня. В целях, так сказать, распространения опыта позвольте учителям, вашим же коллегам школы номер 171 поделиться своим опытом на основе авторских программ, которые они защитили. Сейчас будет дано слово коллегам, то есть очередность коллеги уже между собой распределите. Представьтесь и удачи вам, коллеги. Венера Маратовна не будет выступать? Нет, пока начинайте, потому что в связи с субботником... Хорошо, тогда я начну, если следует выступать. Уважаемые коллеги, презентация запустилась? Да, Аслан Мехманович. Отлично. Меня зовут Бадаев Аслан Мехманович, я учитель физики общеобразовательной школы Алматы номер 171. Технология решения практических задач по физике, новые подходы в обучении. Это программа, которая рассчитана на учеников 8 класса. Она рассчитана на 34 часа. Секунду. Итак. Современное образование требует от учащихся не только знаний теории, но и умения применять их на практике. Неудобно. Много людей, кто еще не подключился, подключаются. Извините, сейчас я приму их. Итак, курс технологии решения практических задач предназначен для формирования у школьников навыков не только овладеть теорией, но и применить свои знания на практике. В условиях быстро развивающегося мира, где наука и технологии играют ключевые роли, важно, чтобы учащиеся умели адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения и критически оценивать информацию. Традиционный школьный курс физики акцентирует внимание на изучении теоретических основ, оставляя в тени практические аспекты и результаты многих учащихся, и в результате многие учащиеся испытывают затруднения при применении знаний в реальных ситуациях. Данный курс позволит восполнить этот пробел, развивая у школьников не только способность решать задачи по шаблону, но и умение самостоятельно анализировать физические процессы. Курс ориентирован на развитие метапредметных навыков,
таких как логическое мышление, работа с информацией, умение работать в команде, э, что крайне важно для для будущей профессиональной деятельности учащихся. Это не только подготовка к научной карьере, но и развитие общих интеллектуальных способностей. Так, секунду. Есть. Учащиеся смогут научиться применять физические законы для решения реальных проблем, моделировать явления и проводить эксперименты. Формируется не только академическая база знаний, но и навыки практического мышления, необходимые для успешной адаптации в современном обществе. Освоение курса позволит учащимся видеть физику как инструмент для понимания и изменения мира вокруг себя. Курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых посвящен определенной теме физики. Каждый модуль включает теоретическую часть, практические задания и проектную работу. Теоретическая часть содержит основные понятия, законы и формулы, необходимые для решения задач. Практическое задание направлено на закрепление теоретических знаний и развитие навыков решения задач различной сложности. В качестве примеров практических задач можно привести расчет траектории движения тела, определение скорости и ускорения, изучение законов сохранения энергии и импульса. Проектные работы могут быть связаны с созданием моделей физических явлений, разработкой устройства и приборов, проведением исследований и анализом данных. Например, учащиеся могут разработать модель солнечного коллектора. Вот некоторые проекты, которые были включены в эту программу. Вот проект, мини-проект «Энергоэффективный дом. Исследование способов термоизоляции и сохранения тепла в жилых помещениях». Это очень актуальное направление, и дети могут моделировать вот в этом направлении. Также включен проект создания простейших электрических цепей, сборка и анализ работы различных электрических схем. Электрические схемы повсеместно окружают нас, и если дети будут их понимать, разбираться и их создавать, они будут успешными, безусловно, будут понимать многие процессы. Также включен мини-проект «Электромагнитный генератор», то есть дети будут изготавливать модель генератора электрического тока. И мини-проект создания спектроскопа, изучение спектров из различных источников света. Это позволит детям выбирать, придя даже за покупкой какой-то лампочки, придут в магазин, они смогут выбрать ту лампочку, которая менее всего оказывает воздействие, негативное воздействие на зрение человека. От спектров многое зависит. Многие современные источники света не дают необходимый набор спектров, которые нужны для зрения человека, и тем самым влияют на то, что зрение ухудшается. Так. Оценка результатов обучения проводится на основе выполнения практических заданий, защиты проектных работ и участия в дискуссии. Учитывается не только правильность решения задач, но и умение аргументировать свою позицию, анализировать данные и работать в команде. Курс будет стимулировать учащихся самооценки, к рефлексии, что позволит им лучше понимать свои сильные и слабые стороны. Хочу предоставить вашему вниманию фотографии изделий, которые сделали сами ребята. Этот курс я начал проводить в прошлом году. Те ребята, которые сейчас на фотографиях, которые вы сейчас видите, они в прошлом году были в 8 классе, и этот курс я начал в 8 классе в прошлом году. Вот на первой фотографии ученица изготовила элементы питания, то есть собрала батарею элементов питания. Ее источник тока давал 8 вольт. Это достаточно большое напряжение. Если сравнить, пальчиковые батарейки дают 1,5 вольта. Ее элемент питания давал напряжение 8 вольт. Вот посерединке две фотографии. Дети изготовили модель машины Стирлинга. Это двигатель внешнего сгорания. На последней фотографии справа ученик изготовил своими руками конденсатор. Так, вот еще участники наши. И вот еще хочу предоставить работы ребят. Вот они, учащиеся ныне, это учащиеся 9 класса, а в прошлом году они были в 8 классе. И по программе вот они демонстрируют то, что сделали сами дома своими руками, электроскоп. Этот электроскоп, как он работает, они здесь прямо в школе продемонстрировали работу электроскопа. У них получилось очень хорошо, прям замечательно получилось. И хочу завершить свое выступление. Курс технологии решения практических задач позволит учащимся не только углубить свои знания по физике, но и развить навыки, необходимые для успешной учебы и профессиональной деятельности. Практикоориентированный подход, развитие метапредметных навыков и проектная работа позволит учащимся стать активными и уверенными в себе исследователями. Следующим шагом может стать внедрение курса в учебные программы школ и лицеев. Спасибо, уважаемые коллеги. Если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу.
Так, у нас кто-то есть выступающий следующий? Спасибо большое, Аслан Михманович. Удачи вам. Коллеги, можете дать обратную связь? Аслан Михманович, демонстрация Айманбек Жасаровны можете включить? Можно уточнить обратную связь в чате писать, да? Или Можно, где-то конечно. Да, на сайте? да, Можно, можете в можно, чате да. писать. Мы услышим. В чате можете написать. Благодарю. Все, спасибо. Здравствуйте. Могу, да, я начинать? Да, мы вас все слышим. Да, видно Удачи. демонстрацию. Ага. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я учитель начальных классов Кузыкеева Айманбек Жасаровна. Я хочу поделиться с вами своей работой. Сегодня я предоставлю вам авторскую работу факультативного курса для учеников второго класса «Мир вокруг нас через технологии». Это как факультатив для предмета естествознания. За вами идет. Почему это важно? Алтынат Гизатовна, Джамиля Гембаевна. В эпоху цифровизации дети с малых лет погружены в мир гаджетов. Актуальность курса в том, чтобы направить эту энергию на обучение, развить цифровую грамотность и познавательную активность. Цель программы – познакомить учащихся с технологиями как инструментом изучения мира и научить их безопасному пользованию. Современные дети живут в мире цифровых технологий с раннего возраста. Используют планшеты, смартфоны, интерактивные доски, но чаще они используют технику для развлекательных целей. Однако техника может быть мощным образовательным ресурсом, способным повысить интерес к учебе и развивать аналитические и исследовательские способности. Моя работа ставит перед собой такие задачи: обучение наблюдению и исследованию с применением технологий, формирование навыков поиска и анализа информации, развитие основ цифровой грамотности, формирование экологического сознания и развитие коммуникации в проектной деятельности. В чем уникальность курса? Отличительные черты программы – это межпредметность, сочетание теории и практики, игровые технологии и активное использование цифровых инструментов. Также моя работа поделена на разделы, 6 разделов. Первый раздел «Я маленький исследователь» – это знакомство с исследовательскими инструментами. Второй раздел «Животные и растения через технологии», изучение природы с помощью технологий. Третий раздел «Технологии для человека и здоровья». Четвертый раздел «Наша планета и технологии будущего». Пятый раздел «Загадочный космос и научные открытия». Шестой раздел «Физика вокруг нас. Простые чудеса». Это уже знакомство с физическими явлениями. Методы и формы обучения. Обучение строится на наблюдениях с использованием цифровых устройств, играх, квестах, простых экспериментах, виртуальных экскурсиях и проектной деятельности. Что получат в итоге учащиеся? В результате учащиеся получат основы исследовательской деятельности, навыки работы с цифровыми инструментами, научное объяснение природных явлений, экологическое сознание, умение работать с информацией, ну и, конечно же, умение добывать эту информацию. Данный курс способствует развитию ключевых компетенций, формированию интереса к науке, подготовке к цифровому миру и воспитанию экологической ответственности. В конце хочу сказать, методы преподавания и изучения природы можно сделать более увлекательными и доступными с помощью современных технологий. И внедрение цифровых технологий в образовании на данный момент является одним из приоритетных направлений развития современной школы. Спасибо за внимание. Благодарим, удачи. Обратную связь ждем в чате. Ляззат Нургалиевна. Меня зовут Уразбекова Лизат Нургалина, я учитель художественного труда в КГУ 671.
авторская у меня на тему STEAM, мастерская искусство, технологии, наука в одном проекте для учащихся 6 класса. STEAM, мастерская искусство, технологии, наука в одном проекте предназначена для учащихся 6 класса и направлена на развитие креативного мышления, инженерных навыков и художественного восприятия через интеграцию науки, технологий, инженерии, искусства и математики. Данный курс помогает учащимся осознать связь между научными принципами и творческими процессами, а также применять современные технологии для художественного проектирования и конструирования. Цели программы, цель данной программы — это развитие инженерного и художественного мышления через практическое применение STEAM-концепции. Это формирование умения работать с различными материалами и инструментами для создания креативных проектов, развитие навыков проектной деятельности, критического мышления и решения задач. Задачами является это познакомить учащихся с основными принципами STEAM и применение на уроках художественного труда. Развитие пространственного мышления, умение проектировать, моделировать с использованием современных технологий, обучать основам 3D-моделирования, графического дизайна, цифрового искусства и механики в творческом процессе. Это развивать командные навыки и работать в группе. Актуальностью является, что сейчас мы в современном мире у нас все больше нуждаются молодых людей не только в технических знаниях, но и в творческих компетенциях. Система образования помогает интегрировать науку и технологию в художественное творчество, позволяя учащимся находить нестандартные решения и адаптироваться к вызовам будущего. Предметные связи — это вот у нас является физика и инженерия, это математика, это, естественно, технология. Само это будет технологический эксперимент, групповая работа, коллективные задания. Новизна программы — это у нас интеграция науки, искусства, технологий в единое образовательное пространство, использование современных технологий, технологических инструментов, цифровых инструментов, это лазерная резка, программное устройство, 3D-моделирование, применение методов проектов обучения в групповой работе для создания уникальных STEAM-проектов, развитие инженерного дизайна, творческого мышления и художественного конструирования. Ожидаемые результаты: учащиеся освоят ключевые принципы STEAM и их применение в художественном труде, научатся работать с 3D-моделированием, цифровыми технологиями и инженерными конструкциями, улучшат навыки работы в команде. STEAM, мастерская искусство, технологии в научном проекте способствует развитию не только инженерных и художественных навыков, но и формирует у учащихся инновационное мышление, способность адаптироваться к современным технологическим тенденциям и создавать уникальные различные проекты. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Леся Нургалина. Очень актуальна, очень интересная, так сказать, тема. Коллеги дадут связь, конечно, обратную в чате. И поехали дальше. Всем удачи. Кто у нас выступает? Слава Мехманович, здравствуйте. Можете, пожалуйста, запустить? Айда Кайратовна, удачи вам. Спасибо, здравствуйте. Пока демонстрацию запускают. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Учитель начальных классов школы номер 171. Еще раз здравствуйте всем. Хочу предоставить вам свою авторскую работу на тему «Математика будущего. Искусственный интеллект и числа для учащихся 2-4 классов». Дальше следующий слайд. Здесь для себя я вывела такую цель, как развитие познавательного интереса к математике, формирование представления о роли речи в цифровом мире, а также развитие логического и критического мышления посредством изучения основ искусственного интеллекта.
Программа «Математика будущего. Искусственный интеллект и числа» разработана для учащихся вторых-четвертых классов с целью формирования интереса к математике через изучение современных технологий, в частности, искусственного интеллекта и связи с числами и вычислениями. Дальше отрывок хочу показать из авторской работы. Здесь основание программы, задачи программы. Могу ссылку прикрепить, чтобы каждый педагог, который заинтересован в моей теме, мог зайти, перейти и ознакомиться полностью, так как регламент здесь у нас не позволяет это все. Дальше здесь, уважаемые коллеги, ожидаемые результаты. Когда писала авторскую работу, я ставила такие результаты, как развитие учащихся логического мышления и навыков решения нестандартных задач, понимание основ цифрового мира и работы искусственного интеллекта, формирование интереса к математике и технологиям, развитие креативности и умение применять математику в реальных задачах. Дальше следующий. Мгм. Уважаемые коллеги, также методы обучения у меня были следующие методы, как интерактивные лекции, обсуждения, практические занятия, эксперименты, использование цифровых ресурсов в игровой форме и групповая работа, проекты, разбор кейсов в реальной жизни. Здесь дальше также отрывок из авторской работы. К этому всему я буду прикреплять ссылку, чтобы каждый мог зайти и посмотреть. У меня также там были информационно-методический раздел, а также методические указания для организации обучения. Так как мы с вами идем в ногу со временем, детям очень сильно нравится применять, использовать искусственный интеллект. Также у меня рекомендация по работе с учащимися поощрять творческий подход и самостоятельное исследование математических закономерностей, создавать задания, связанные с реальной жизнью, например, анализ чисел цифровой технологии, регулярно повторять ключевые темы, чтобы закрепить знания. Эта методическая разработка позволяет учащимся вторых классов познакомиться с современными математическими технологиями, развить алгоритмическое мышление и понять, как искусственный интеллект использует числа для принятия решений. Почти на каждом уроке мы с вами применяем, уважаемые коллеги, искусственный интеллект, и действительно нам упрощает многие наши работы. Да? Дальше прошу переподключить, я уже дальше следующее. Также здесь отрывок показываю, как я с детьми применяла разные физминутки, как мы на уроке работаем, чтобы детям было еще интереснее, чтобы развивать и здоровый образ жизни. Да? Здесь видео включается, можете в видео даже включить, как дети занимаются на уроке, делают физминутки. Голос пропал. Аида Кайратовна, вы здесь? Похоже, и выбросила. Аида Я Кайратовна. тоже так думаю. По-моему, Аиду Кайратовну, потому что голос не слышно, Аслан Михманович. Келесі участник қосыла берейік онда, иә? Да, подключайтесь, келесі участник. Рахмет Аида Кайратовна. Она сейчас попытается, наверное, подключиться. Жанар Кайратовна, слушаем. Удачи вам. Так.
Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті қатысушылар, сіздерге сәттілік тілеймін. Мен Бокишова Жанар Қайратовна, номер 171 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақ тілін меңгертуде критикалық ойлау мен soft skills, яғни икемді дағдылардың байланысы болып табылады. Жалпы бағдарлама бұл 8-ші сынып оқушыларына арналған. Қазақ тілін меңгеруде критикалық ойлау мен soft skillстың байланысы бұл авторлық бағдарлама негізі орыс тілінде оқытатын мектептердің 8-ші сынып оқушыларына арналған. Бағдарламаның негізгі мақсаты қазақ тілін меңгеру процесін жетілдіру, оқушылардың критикалық ойлау, яғни сыни ойлауын дамыту, сондай-ақ олардың икемді дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Қазақ тілін үйрену тек лексика мен грамматиканы меңгерумен ғана шектелмеу керек. Олар нақты коммуникативтік дағдыларды, яғни логикалық ойлауды, пікірталас жүргізу қабілеттерін дамытуы қажет. Бұл курс оқушылар үшін қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізуіне, ақпаратты талдай білуіне, яғни түрлі өмірлік жағдайларда кедергілерден өтуіне мүмкіндік береді. Бағдарламаның негізгі мақсаты мен міндеттері: мақсаты бұл қазақ тілін практикалық тұрғыда меңгеру, оқушылардың критикалық ойлау қабілетін жетілдіру және икемді дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Ал бағдарламаның негізгі міндеттері бұл қазақ тілінде ойлауды жеткізудің түрлі стратегияларын меңгеру, оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым дағдыларын дамыту, критикалық ойлау элементтерін қолдану, қазақ тіліндегі ресми және бейресми қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру, ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын дамыту болып табылады. Бағдарламаның өзектілігі: бұл бағдарлама негізінде заманауи білім беру талаптарына сай жасалған. Оқушылар тек тілді үйреніп қана қоймайды, сонымен қатар өмірге қажетті дағдыларды да меңгереді. Бұл оларға болашақта кез келген ортада өзін еркін ұстауына, сезінуіне көмектеседі. Жұмыстың ғылыми әдістемелік негізі, яғни бұл проблемалық оқыту, кейс стади деп жатамыз, шешім қабылдау тапсырмалары дейміз, дискуссия және пікірталас, рөлдік ойындарға немесе дебаттарға қатыстыру баланы, сын тұрғысынан ойлау, кластер, инсерт, эссе, салыстыру кестелері, яғни баланың ойлау дағдыларын қалыптастыру. Медиа мәтіндермен жұмыс жасау, бұл инфографикалар, диаграммалар, графиктер, суретті мәтіндер арқылы жұмыс істеу арқылы баланы жетілдіру, дамыту болып табылады. Бағдарлама құзыреттілікке бағытталған оқыту, сындарлы оқыту теориясы және интерактивті әдістер мен пәнаралық байланыс негізінде құрылған. Бұл әдістер оқушының қазақ тілін тек ереже ретінде емес, қарым-қатынас құралы ретінде меңгеруіне көмектеседі. Бағдарламаның ғылыми негізі, яғни бұл жерде пәнаралық байланыстарды атап өтсек болады, жағына қазақ тілімен логика, қазақ тілімен қоғамдық пәндермен байланысы, яғни медиа сауаттылық, ақпараттық анализ жасау, қазақ тілімен психология, жаңағы soft skills деп айтып жатырмыз, икемді дағдыларды дамыту барысында баланың қарым-қатынасын, эмоциясын басқару, пікір айтуды үйрету. Келесі бұл бағдарлама білім беру парадигмасымен тығыз байланысты. Ол тілді тек ереже ретінде емес, қарым-қатынас құралы ретінде меңгеруге бағытталған. Интерактивті оқыту әдістері қолданылады. Диалогтық оқыту, рөлдік ойындар, мәтінмен терең жұмыс жүргізу арқылы оқушылардың тілдік дағдылары, яғни айтылым, жазылым, сөйлеу дағдылары дамиды екен. Бағдарламаның бағыттылығы бұл жерде бізде коммуникация, ақпаратты талдау, пікірталас жүргізу, эмоционалды интеллект дейді. Яғни бұл курс оқушыларға қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгеруге көмектесіп, икемді дағдыларын қалыптастырады. Және де ол тек қана дамытып қана қоймай, оқушыларды жеке тұлға ретінде қалыптасуына көмектеседі. Бағдарлама заманауи ғылыми әдістемелік талаптарға сай жасалған. Оқушылардың қазақ тілін меңгеруін жақсартып, олардың критикалық ойлау, сыни ойлау қабілеттерін өмірлік икемді дағдылармен біріктіре отырып дамытуды көздейді. Және де бұл бағдарламаның тиімділігін арттырады. Оқытудан күтілетін нәтижелері бұл еркін қарым-қатынас, яғни бала қазақ тілінде еркін қарым-қатынас жасай алады. Сараптаманы, ақпаратты сараптау, яғни кез келген информацияны, ақпаратты ой елегінен өткізіп, өзі анализ жасай алады. Пікір білдіру, қазақ тілінде пікірін білдіріп, өз ойын дәлелдей алады. Ашық
еркін білдіре алады. Бағдарлама аяқталған соң оқушылар қазақ тілін тек пән ретінде емес, өмірлік дағды ретінде меңгереді. Олар қазақ тілінде еркін сөйлеп қана қоймай, өз ойларын жеткізе алады, ақпаратты талдап, сыни тұрғыдан бағалай алады. Бұл дағдылар болашақта кез келген ортада оқушыға табысты болуға көмектеседі. Назарларыңызға рахмет. Кері байланысты жаңағы чатта күтетін боламыз. Рахмет. Көп өте ауқымды материал. Келесі бізде Жанбота Исқақовна. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Есімім Байтханова Жанбота Исқақовна. Номері 171 мектеп, жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы Mastering the Art of Communication, Advanced English for Global Context, 8-ші сыныптарға арналған. В современном мире знание английского языка – это уже не просто преимущество, а необходимость. Этот курс направлен на развитие уверенной коммуникации, преодоление языкового барьера и эффективное взаимодействие в самых разных ситуациях. Мы можем в эпоху глобализации и умения свободно общаться на английском открывает перед нашими учениками двери в мир возможностей. Наша главная цель – создать условия для уверенного владения английским языком в реальных ситуациях глобального мира. Для достижения этой цели мы заставим перед собой следующие задачи. Развитие устной и письменной речи, навыков активного слушания, освоение стратегии аргументации и ведение дискуссий, развитие межкультурной компетенции, использование цифровых технологий для коммуникации и формирование навыков самопрезентации и работы в команде. В основе нашего курса лежат следующие методологические принципы: коммуникативный подход, проектное обучение, моделирование реальных ситуаций, общение и использование аутентичных материалов. Наша программа основана на современных исследованиях в лингвистике, психологии обучения и межкультурной коммуникации. Содержание программы включает 5 ключевых разделов, и каждый раздел направлен на формирование конкретных коммуникативных навыков и компетенций. Оценка эффективности курса будет проводиться через анализ устной и письменной речи учащихся, выполнение практических заданий, ведение электронного портфолио достижений и рефлексии учащихся о собственном прогрессе. Ожидаемые результаты: в результате обучения учащихся научатся уверенно общаться на английском языке в различных контекстах, понимать собеседников разных культур, эффективно использовать цифровые технологии для коммуникации и успешно адаптироваться к глобальному миру. Благодарю всех за внимание. Я уверена, что этот курс станет важным шагом в подготовке наших учеников к успешному миру к успешной жизни в современном мире. Спасибо. Рахмет, сәтті күн болсын. Рахмет. Сіздерге барлық әріптестеріме творчестволық табыс тілеймін, еңбектеріңіз жана берсін. Келесі бізде Динара Нұрмановна. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Нөмірі 171 жалпы білім беретін мектептің ағылшын пәні мұғалімі Смагулова Динара Нурмановна. Сегодня я представляю... мен өзімнен ашып алайын презентациямды. Сегодня я представляю вашему вниманию авторскую программу факультативного курса английского языка для 5 класса English through Real Life Experiences in Changing Language Learning. В современном мире владение английским языком открывает перед нашими детьми огромные возможности. Именно поэтому так важно начинать изучение английского языка в раннем возрасте, когда их когнитивные способности в усвоении нового особенно высокие. Данная программа разработана с целью сделать процесс изучения английского языка для 5-классников не только эффективным, но и увлекательным. В ее основе лежит идея погружения в реальные коммуникативные ситуации, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни. Основная цель
это развитие коммуникативных компетенций учащихся через активное взаимодействие, использование игровых технологий и практическое применение языка. Для достижения этой цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач от развития устной речи и восприятия на слух до расширения словарного запаса и обучения в грамматике в контексте. Актуальность программы обусловлена необходимостью раннего овладения английским языком в условиях глобализации. В своей работе я опиралась на принципы коммуникативности, практичной направленности, игрового подхода, интерактивности и спирального обучения. Научно-методическое обоснование программы включает опору на современные методы обучения иностранным языкам, коммуникативный подход, метод погружения, игровые технологии, проектный метод, мультимедийный подход и элементы КЛИ, то есть интеграция языка другими предметами. Ожидаемые результаты по окончании курса весьма значительны. Ученики смогут общаться на английском языке в различных повседневных ситуациях, понимать английскую речь на слух, участвовать в диалогах и писать маленькие сообщения и заполнять анкеты, развить межкультурные знания и повысить свою уверенность и мотивацию в дальнейшем изучении языка. Структура курса включает 34 часа, распределенных на 5 тематических модулей, каждый из которых погружает учеников в определенную сферу реальной жизни. Информационно-методический раздел программы предлагает инновационную систему, основанную на игровом подходе практической направленности. Методические указания для организации обучения подробно описывают структуру каждого урока, включающие динамичное начало, интерактивную основную часть с объяснением нового материала и практическим изменением знания, а также рефлексию и поощрительное оценивание в заключительной части. В заключение хочу отметить, что авторская программа представляет собой целостный продуманный подход к обучению английскому языку для пятиклассников, который не только обеспечивает эффективное усвоение знаний, но и вдохновляет учащихся на дальнейшее изучение английского языка. Если есть вопросы у вас, можете задавать. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Асим Салыбековна, осталась 1 минута. Давайте перезапустим конференцию, чтобы другие участники, выступая, чтобы не прерывалось вещание. Уважаемые коллеги, вы слышали, да, меня? У нас осталась минута, через минуту она прервется. Я сейчас создам новую конференцию и отправлю также в группы. Подключайтесь заново.